В эфире информационный выпуск. Амшек Шара, здравствуйте. В Народном собрании Абхазии состоялось заседание депутатов парламента с участием генерального прокурора республики Зураба Ачба и его заместителя Ишсоа Какаля, которые проинформировали народных избранников о ходе расследования обстоятельств заболевания депутата Аслана Бжания. Репортаж Али Китрапш. Как известно, по поручению депутатов парламента Генеральная прокуратура Абхазии занимается расследованием обстоятельств заболевания депутата Аслана Бжания. Ранее в рамках доследственной проверки в Москву выехала следственная группа Генпрокуратуры, где опросила лечащих врачей и семью Аслана Георгиевича. Заместитель генерального прокурора Ишсоа Какаля проинформировал депутатов об итогах проведенной работы. Опрошенный 27 мая 2019 года лечащий врач, заведующий первым неврологическим отделением клинической больницы города Москвы имени Буянова, сообщил, что 18 апреля 2019 года примерно в 18 часов был вызван в реанимационное отделение для осмотра и консультаций госпитализированного пациента Бжания Аслана Георгиевича. На момент осмотра пациент пребывал в ясном сознании, жаловался на нарушение дыхания, глотания, а также слабость в руках и ногах. Согласно сопровождавшей пациента медицинской документации, представленной в больнице в городе Сочи, пациенту был выставлен клинический диагноз синдром Гиена-Барре. Пациенту с целью постановки медицинского диагноза были проведены МРТ, анализы крови на определение инфекции, анализы спинномозговой жидкости, определение скорости проведения импульса к нервам. По результатам указанных мероприятий, ввиду превышения в спинномозговой жидкости уровня концентрации белка и отсутствия в крови значимых нарушений, был установлен официальный диагноз синдром Гиена-Барре, подтип острая моторная сенсорная аксональная полинейропатия, являющаяся наиболее тяжелой формой указанного синдрома. Настоящая болезнь может быть вызвана инфекционным заболеванием. Однако в организме Бжания инфекции, спровоцировавшей настоящее заболевание, обнаружено не было, ввиду чего установить причину возникновения заболевания у Бжания не представилось возможным, что является очень распространенным явлением в практике, так как болезнь в настоящее время не до конца изучена. Утверждать о наличии внешнего возбудителя возникновения данной болезни у Бжания не приходится, поскольку химико-лабораторным исследованием его биоматериалов и внешним осмотром пациента наличие признаков внешнего воздействия на организм не обнаружено. Далее он сообщил, что отравление ботулотоксинами, а также известными ему ядосодержащими веществами не влечет возникновение и развитие заболевания синдрома Гиена-Барре. И при лечении данного заболевания, являющегося аутоиммунным, увеличение концентрации в крови тяжелых металлов не влияет на развитие болезни пациента. Ишсоа Какаля также поделился информацией о состоянии здоровья и диагнозах телохранителя Аслана Бжания, Кесоа Дарсаля и Ливана Бжания. Врачи говорят, что то, что явилось причиной их отравления, это то, что они употребили внутрь. Воздушно-капельным путем такие вещи не передаются. Такое отравление быть не может. Там по сопровождавшим лицам предстоит еще прояснять ситуацию. Я считаю, что по историям болезней, которые мы получили с их согласия, и в НИИ Склифосовского, и в больнице имени Сечина, я считаю, что мы должны назначить комплексную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу и по ее результатам судить о том, что там произошло. Там есть некоторые неточности, и, в общем-то, там вопросы остались. И вопросы очень серьезные. Депутаты поинтересовались, сотрудничает ли Генеральная прокуратура Абхазии с членами семьи Аслана Бжания. Как отметил Ишсоа Какаля, у сотрудников прокуратуры состоялась встреча с супругой Аслана Георгиевича, по мнению которой Аслан Бжания был отравлен. Однако по данному факту она отказывается делать официальное заявление. Я бы хотел ясно снести некоторую. Понимаете, как вот эта проверка, которую мы проводим, такого рода проверки по большому счету проводятся по настоянию семьи, по заявлению пациента или члена его семьи. Этого заявления у нас нет. Она сказала, что вот это заявление, которое мы написали в интернете, считайте это нашим заявлением. Ну тогда, говорю, мы должны сотрудничать, по идее. Я вам не доверяю. Ну что, они считают, что его отравили там и так далее. Это заявление семьи. Тогда вы должны с нами сотрудничать. Мы приехали установить истину. Не доверяем. Ну, понимаете, протокола этого у меня нет. В допросе это не указали. Она отказалась. В данном случае я считаю, что помощью серьезной могло бы, скажем так, убеждение семьи в том, чтобы они предоставили нам историю болезни. Понимаете, людей, которые нам в этом помогли бы, я не нашел. Если они есть, мы будем только благодарны. Если смогут убедить семью, дать нам историю болезни. Для установления истины.
Как отметил ИЖСО Какали, результаты биоматериалов Аслан-Абжане, сделанные в Германии и в Москве, отличаются. По словам московских медиков, на практике такое расхождение встречается часто. И как подчеркнул заместитель генпрокурора, врачи не берут за основу лечения анализы, сделанные в других медучреждениях. Спикер Народного собрания Валерий Кварчи поблагодарил Генеральную прокуратуру за проделанную работу. Хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру за ту работу, которую они смогли за это короткое промежуток времени сделать. Я думаю, что еще многое надо выяснить и будет выясняться. По мере выяснения отдельных деталей, я думаю, вы нас будете информировать. Еще раз спасибо вам за то, что вами сделано. Генеральная прокуратура Абхазии продолжает расследование обстоятельств заболевания депутата парламента Аслана Абжане. Генпрокуратура обратилась к компетентным органам России с запросом об оказании правовой помощи для проведения ряда следственных действий по установлению обстоятельств и причин болезни депутата Аслана Абжане и его охранников. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Руслан Орлов. Абхазское телевидение. В селе Мачара Гулрыбского района уже 2 недели, как ведутся берегоукрепительные работы. В сезон дождей маленькая безымянная речка, протекающая вдоль Абжуйского шоссе, превращается в бурный поток, который уже не раз подтоплял дома жителей улицы Приморская. И вот проблема нашла решение. Репортаж Саида Джерсалия. Маленькая безымянная речка, протекающая в селе Мачара, на первый взгляд не представляет никакой опасности. Но во время проливных дождей она превращается в бурный поток, который наносит большой ущерб жителям, затапливая приусадебные участки и первые этажи домовладений, оставляя за собой мусор и ил. Как отмечают жители, такое происходит в год несколько раз. Проживаем уже 25 лет. Особые тяжести нам доставляет эта природа. И вследствие того, что сильные эти потоки с гор и еще река, все это вместе соединяются, и они большой силой атакуют нас. В прошлом году у нас 4 раза затапливало. Это было 4 июня и 15 июня. И эти числа, эти даты, наверное, никто не забудет, потому что мы по колено в воде стояли. Сейчас надеемся, что вот эта начатая работа здесь, которую сейчас они начали, видно, что это серьезно. Но всякое начало, конечно, трудно это проводить, но все-таки уже какой-то шаг есть вперед. Видно, что они с душой взялись. Думаю, будет хорошо. Вот уже 2 недели, как на этом проблемном участке специалисты госкомпании «Абхазберегозащита» ведут работы по укреплению берегов реки и расчистке ее русла. Забитые мусором и илом трубы, по которым проходили ливневые стоки, были вырыты. Вместо них рабочие будут расширять канавы, бетонировать их и устанавливать устройство переезда. Работы по берегоукреплению начались с устья реки. Участки поделены у нас здесь, их 5 участков, мы их по-своему разделили. Вот, первый участок был, проблема была выявлена здесь, смыло участок великого деятеля, нашего политика Воронова. Вот здесь она, в принципе, проходит сам канал, где вот эта речушка имеет свой выход. Вот. Она при вот этих переливах, она вымыла и участок начала забирать. Вот. Мы провели работы по устройству вот этой подпорной стенки. В принципе, погодные условия на сегодняшний день позволяют работы вести, как бы задержек никаких особо нету. Материалами всем мы укомплектованы. Работы по решению данной проблемы начались после того, как жители села обратились с просьбой к руководству района оказать содействие. За весь послевоенный период здесь ни разу так комплексно работы не проводились. Вот, практически каждое лето людей топит. Вот эта маленькая речушка, она доставляет огромные проблемы. А я сам житель этого района, и меня, конечно, это не так сильно касается, как многих здесь, кому прям в дом вода затекает. Потому что у людей оно за лето бывает 2 раза в дом вода заходит. Хотелось бы поблагодарить главу государства, который откликнулся на эту проблему, главу района, и особенно отметить депутата Народного собрания Саида Геннадьевича Харазия, который всячески способствовал решению этой проблемы. По словам специалистов госкомпании «Абхазберегозащита», работы по расчистке и укреплению берегов речки будут завершены в течение месяца. Саид Джерсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. При поддержке Управления образования города Сухум совместно со специалистами, гастроэнтерологами и диетологами принято решение ввести в детских садах столицы в качестве пробного проекта новое меню.
Основные изменения коснулись завтрака малышей. Как дети восприняли нововведение и что думают по этому поводу руководители дошкольных учреждений. Смотрите специальный репортаж Гугут Савардания. Здоровое питание – здоровый ребенок. Чтобы пища приносила пользу, еда должна быть сбалансированной, полезной и, конечно же, вкусной. А когда дело касается детей, то здоровая пища – вопрос особенно актуальный. Ведь то, что входит в рацион питания малыша, может отразиться на здоровье ребенка в будущем, влияя на рост, общее развитие и настроение. А по мнению специалистов, то, что ребенок ест на завтрак, особенно важно, так как ему требуется много энергии для того, чтобы учиться и играть. В связи с этим Управлением образования города Сухум совместно с диетологами для детских садов столицы было разработано новое меню. Из рациона частично исключили молоко. Теперь по утрам в разные дни растущему организму предлагают кашу на воде с сухофруктами, вареное яйцо с огурцом, а 3 раза в неделю белый хлеб меняют на кукурузный. Такое меню обуславливается тем, что завтрак содержит нужное количество калорий и витаминов для растущего организма. В городе Сухум 13 детских садов. Для того, чтобы узнать, как дети воспринимают такое нововведение, наша съемочная группа побывала в 2 из них. Детский сад «Улыбка» посещают немало малышей. И, как отмечает заведующая дошкольным учреждением Альдона Амичба, вопрос здорового питания всегда актуален. Безусловно, это связано со здоровьем детей, с их правильным пищевым поведением питания, с их общим развитием здоровья, чем мы и занимались всегда и в дальнейшем будем заниматься. Я лично, как заведующая, я очень рада, что наконец-то появились вот такие вот нововведения, которые очень полезны детям. И пусть никто из родителей не думает, что это дешевле или это экономия. Уверяю вас, что здесь экономии никакой нет. Здесь даже дороже, чем обычные завтраки, которые мы применяли. В детском саду Алашара также были внесены изменения в меню. По словам заведующей Мадины Тужба, это не вызвало никаких возмущений и недовольств со стороны родителей. Дети очень хорошо восприняли этот кукурузный хлеб, он очень вкусный, и мы попробовали, там чуточку меда, йодированная соль, на сыворотке и бездрожжевой хлеб. Я считаю, что этот хлеб очень полезен. Ко мне ни один родитель не подходил, пока никаких у нас разногласий нет. Дети у нас никогда голодные не бывают. У нас очень многообразное меню. У нас блюдо не повторяется 5 дней в неделю. Кушают дети разную пищу. Решение изменить меню детских садов Сухума было принято не сразу и долго разрабатывалось совместно со специалистами, говорит начальник управления образования столицы Людмила Адлиева. Изменения в меню были внесены с понедельника 3 июня. Это пока только пробный проект. Если малыши воспримут такое полезное питание, то меню будет утверждено официально и введено во всех детских садах. Для нас, для всех, самое главное – воспитать детей здоровыми, чтобы они, находясь 10,5 часов в детском садике, получили сбалансированное питание. Оно необходимо для наших детей. Исходя из этого, решили внести кое-какие изменения, это посоветовавшись с врачами-диетологами. По словам специалистов, в последнее время в мире наблюдается так называемая эпидемия заболевания сахарным диабетом, болезнями поджелудочной железы, лишним весом и другими проблемами со здоровьем уже в подростковом возрасте. И, конечно же, здоровье человека напрямую зависит от правильного питания. А в данном случае в детских садах столицы основной акцент делался на уменьшении употребления количества сахара, который пагубно влияет на здоровье. По словам специалиста-гастроэнтеролога Айлиты Шакая, сейчас очень сложно найти продукт, в котором бы не содержался сахар или хотя бы малое его количество. Я сама ориентируюсь только на международные рекомендации. В первую очередь это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Акцент делается на избыточное употребление сахара,
вот, и на избыточное употребление молочных продуктов и глютена. Уже доказано много очень исследований международного уровня, которые показывают, как чрезмерное употребление. Мы не говорим о том, что это нужно убирать совсем. Хотя, если спросить меня, я считаю, что сахар – это то, что надо убирать совсем. Что касается молочных продуктов там и глютена, это может быть ограничено, если нет каких-то других показаний, чтобы это убирать по состоянию здоровья. Вот. Доказано влияние этих продуктов на здоровье наших детей. Все, что мы делаем только для детей. То есть мы никому навредить не хотим. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети в будущем были здоровы, да, чтобы в 40 лет они не приходили уже с букетом каких-то заболеваний, а все эти заболевания ими заработаны уже с детского возраста. Вот. Многие, конечно, воспринимают это в штыки, но мне кажется, что мы должны понимать, что здоровье человека, то есть пока мы это не поймем, что здоровье человека зависит от его питания, напрямую от питания, от физической активности. На следующей неделе по вопросу изменений в меню дошкольных учреждений столицы будет проведено собрание совместно с родителями, врачами и представителями отдела образования, на котором и будет принято решение об официальном утверждении полезного меню. Гугут Саварданя, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. С 5 по 9 июня в Сочи проходит 10-й Кубок Европы по тхэквондо, в котором принимают участие более 1000 спортсменов из 28 стран. Среди них и 7 единоборцев из Абхазии. Соревнования пройдут по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо. Технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг. Турнир на Кубок Европы по тхэквондо в России проходит впервые. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью, утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, туман. Днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Живут люди. Ты видишь